Первое. По статье 50. Предложенные в сравнительной таблице поправки нами полностью поддерживаются. Напомню, было предложено, что в будущий Курултай будет состоять из 145 депутатов, избираемых по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа. Срок полномочий депутатов Курултая по аналогии с нынешним Маджлисом предлагается сохранить 5 лет. Данная редакция полностью поддерживается. Второе. По статье 51. Мы удовлетворены тем, что предложения членов рабочей группы приняты и поддержаны в полной мере. Напоминаю, что в статье речь идет о пролонгации положений прежней редакции Конституции о том, что членом Курултая может быть лицо, достигшее 25 лет, состоящее в гражданстве Республики Казахстан и постоянно проживающее на ее территории последние 10 лет. При этом уже в специализированных конституционных законах могут быть предусмотрены дополнительные требования к кандидатам в депутаты Курултая. Это тоже было результирующим решением рабочей группы. Третье. По статье 53. На мой взгляд, эта статья предусматривает самые содержательные концептуальные изменения, которые будут связаны с работой будущего Курултая. Это те изменения, которые нужны нашему обществу, которых ждет наше общество. Это изменения, которые самым серьезным образом меняют и стабилизируют архитектуру и систему госуправления в стране, обеспечивают необходимый баланс между ветвями власти, реализуют концепцию сдержек и противовесов между представительной, исполнительной и судебной властями. В действующей Конституции Республики Казахстан статья 53 содержала 13 пунктов, которые предметно описывали функционал палат парламента. В новой редакции, представленной в сравнительной таблице, хочу обратить на это ваше внимание, содержится уже 23 пункта, то есть функционал вырастает более чем в 1,5 раза.